Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Президент Туркменистана провел совещание по вопросам развития аграрного сектора. В МИД Туркменистана состоялась встреча с новым послом Республики Беларусь. В Ашхабаде обсудят применение ИИ в государственном секторе и другие новости. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел рабочее совещание с заместителем председателя Кабинета министров Атахалыевым и хакимами вилаятов по вопросам развития сельского хозяйства и реализации национальной сельской программы. Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Миредов провел встречу с вновь назначенным чрезвычайным и полномочным послом Республики Беларусь в Туркменистане Станиславом Чепурным, который вручил копии своих верительных грамот. В Академии государственной службы при президенте Туркменистана стартовал 4-дневный семинар, посвященный цифровой культуре и трансформации государственного управления. Мероприятие проводится в рамках совместного проекта с ПРООН при участии международного эксперта по цифровизации, профессора факультета искусственного интеллекта РУДН Виктора Достова. Посольство России в Туркменистане поздравило православных христиан страны со светлым праздником Рождества Христова. Богослужения по случаю наступления одного из главных христианских праздников одновременно прошли во всех 12 православных приходах Туркменистана. 6 января Туркменистан и Китай отметили 33-ю годовщину установления дипломатических отношений. По этому случаю посольство КНР выразило уверенность в дальнейшем укреплении двустороннего сотрудничества. Министерство образования Туркменистана изменило порядок признания иностранных дипломов. Выпускники юридических специальностей и зарубежных вузов теперь обязаны пройти 3-месячное платное обучение. Учебный план разработают Министерство образования и Министерство юстиции. Для экзаменов юристов создадут специальную государственную экзаменационную комиссию. Бразильская монахиня Инах Канабара Лукас стала новой обладательницей титула старейшего человека на планете. Этот статус она получила после кончины предыдущей рекордсменки японки Томика Итаока, ушедшей из жизни в конце декабря 2024 года в возрасте 116 лет. По состоянию на 7 января 2025 года возраст Лукас составляет 116 лет, 6 месяцев и 30 дней. Она является не только старейшей женщиной в мире, но и единственным ныне живущим человеком, родившимся в 1908 году. Бывший вратарь сборной Туркменистана и нынешний помощник Валерия Карпина в сборной России и Ростове Виталий Кафанов в интервью Матч ТВ поделился воспоминаниями о своей игровой карьере. По его словам, он начал заниматься футболом довольно поздно, в 15 лет, и дебютировал в официальных матчах только в 23 года. Примечательно, что Кафанов успел поиграть за сборные 2 стран. В 32 года он дебютировал за сборную Казахстана, а позже выступал за национальную команду Туркменистана, где провел несколько матчей, включая товарищеские встречи с Ираном и официальные игры против Ливана в отборочном цикле чемпионата Азии. Футболисты Милана завоевали Суперкубок Италии, одержав в матче за трофей волевую победу со счетом 3-2 над Интером. Дерби прошло в саудовском Эр-Рияде. Россонери сумели отыграться после отставания в 2 мяча и принесли первый трофей новому главному тренеру Серджио Консейсау. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.